В Якутии закрыли ледовые переправы, в том числе и на территории Якутска. С сегодняшнего дня проезд по зимникам Якутск-Нижний Бестях, Хатасы-Павловский, Кангаласы-Сотинцы запрещен. Такое решение приняли специалисты Государственной инспекции по маломерным судам. Светлана Федорова продолжит. Несмотря на официальный запрет, автомобили по-прежнему ездят через переправу Якутск-Даркылах, Нижний Бестях. За час проехало около 100 машин. Однако фактического нарушения нет, ведь не установлен запрещающий дорожный знак. В связи с быстрым таянием льда переправы стали небезопасными для передвижения техники. Сегодня утром специальная комиссия проверила техническое состояние ледовой переправы, измерила толщину и структуру льда. Структура льда рыхлая, толщина 80 сантиметров. Межведомственная комиссия выписала приказ по закрытию переправы. Выезд на лед будут контролировать патрули ГИБДД. Нарушителям грозит штраф. После окончания работы комиссии межведомственной будут установлены знаки с обоих берегов, что движение закрыто. Сейчас какая обстановка на реке? Там сплошняком вода, грязь на островах, колея, и двигаться вообще невозможно. Помимо 3 переправ города Якутска, с сегодняшнего дня закроют 22 ледовые переправы в районах Якутии. Закрываются ледовые переправы также с сегодняшнего дня по Вилюйской группе районов федеральные и 4 республиканского. Значит, по Вилюйской группе, за исключением Вилюй-Жиганск республиканской, которая планируется к закрытию с 20 апреля. Альтернатива ледовой переправе – суда на воздушной подушке. 5 катеров работают с 6 утра до 8 вечера. Проезд – 1000 рублей. Лед тронется, там уже посмотрим. Может быть, даже несколько дней, 2-3 дня, там, когда уже такой лед идет густой, когда везешь по 3-4 человека, по 5 максимум, тогда может быть, цена добавится на 500 рублей. Это уже расходы топлива. Муниципальные переправы Вилюйской группы улусов закроют в конце этой недели. А чуть позже, с 25 числа, выход на лед будет запрещен и в северных районах республики. Светлана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск.